В воздухе уйгурской автономии витают ароматы шашлыка и дынь, а также звонкий голос со склонов Тяньшаня. Когда собираются представители разных национальностей, музыка становится универсальным языком. Друзья, добро пожаловать на хор «Лимонный дождь». Это хор из детей разных национальностей. Своими живыми мелодиями они рисуют культурный ландшафт уйгурской автономии, наводя мосты между разными народами. Сегодня мы вместе с хором отправимся за кулисы и на сцену, чтобы разделить с ними долгожданный сольный концерт. Ведь здесь так много девочек и только несколько мальчиков вроде тебя. Только у тебя есть сольные партии. Это чувство силы должно быть. Здравствуйте, директор Ширин Гуль. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте всем. Сколько номеров вы будете исполнять завтра? Больше 20. Довольно много. Да. Вы готовы? Да. До концерта остался всего один день. Желаю вам завтра быть в отличной форме. Большое спасибо. Основатель хора Абдурахман. На концерте мы задействуем все силы хора. Будет много малышей, поэтому могут возникнуть разные ситуации. Например, кто-то собьется в сторону на сцене. У нас не было возможности выйти на сцену заранее. Как только дадут свет, нужно быстро все отрепетировать в центре сцены, чтобы обеспечить успех. Хорошо. Пойте как следует. Вы лучшие. Люблю вас всех. Наши дети исполняют песни самых разных жанров, от популярных хитов до народных песен, а также пекинскую оперу и уйгурские мукамы. У каждого национального стиля есть своя манера держаться на сцене, так что для детей это может быть непросто, особенно трудно для энергичных ребят. Когда они поют серьезные песни, их манера держаться на сцене может не соответствовать атмосфере. Сколько бы мы ни готовились, но такие моменты всегда вызывают у нас сильное беспокойство. Дети, не тяните других. Просто следите за собой. Юным участникам хора «Лимонный дождь» еще предстоит научиться переключаться между двумя ролями. В свете софитов они стараются выглядеть как опытные певцы, но за кулисами снова превращаются в беззаботных детей. Наш братишка говорит, что он принес 200 пирожных и приглашает всех за шведский стол. Откуда у тебя 200 пирожных? Я помогал маме по дому, она мне дала деньги. Вы кто по национальности? Я уйгур. Мы все уйгуры. А здесь есть кто-нибудь китаец? А кто самый младший среди вас? Малышня там. А это тот, кто копит деньги. Мы сейчас съедим все твои сбережения. Ладно, я снова накоплю. Чем ближе сольный концерт, тем больше радуются дети. Снова и снова повторяют слова. Их голос звучит все громче. Все в хоре с волнением считают дни, мечтая выплеснуть всю энергию и страсть. Слушайте все. Музыка сейчас начнется. Эта песня специально для нашего хора «Лимонный дождь». У нас есть девиз. Мы надеемся, что наш хор расскажет всему миру о счастливой жизни детей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. И тогда мы создали песню «Гранатовое дерево», в которой поется, что мы все вместе, как зерна граната. Моя жена, учитель Ширин Гуль, тоже раньше была певицей. В наше время было очень много фонограммы, а я как продюсер это не любил. И однажды я подумал, так дальше нельзя. Может, надо с детства воспитывать тех, кто действительно любит петь вживую.
Мы быстро нашли общий язык и начали создавать хор. В хоре постоянно занимаются около 80 человек. Преподавателей немного, только учитель Се и учитель Лиза. Поэтому количество учеников постоянно невелико. Дети приходят сюда не учиться в привычном смысле слова. Они приходят как будто поиграться и заниматься тем, что им больше всего нравится. Мы хотим, чтобы они проявляли свою искренность без ограничений. Нравится тебе эта песня? Нравится нам. Значит, поем. Им должно нравиться прежде всего, без всяких ограничений. Давайте петь вместе и с удовольствием. Сегодня я тоже прошла с вами весь путь, от репетиции до выступления, очень интенсивно. Я видела, что в самом конце вы не сдержались. Что случилось? Ой, когда дети допели песню, и нас пригласили на сцену, все вдруг разрыдались. Лиза. Она объявляла номер и вдруг стала говорить слова благодарности в мой адрес. И сама заплакала. С этого момента я уже не могла сдерживаться. Какие слова тронули? Она сказала, она могла бы сама, красивая и успешная, стоять на сцене и петь, но все свое время и силы отдала детям, чтобы дети могли стоять на этой сцене. Когда мы только начинали создавать хор, к нам пришел один 8-летний ребенок. Это и была наша Лиза. Она была самой первой участницей из первого поколения. У нее было очень хорошее чувство музыки, но характер был ужасный. Совсем не такой, как сейчас. Когда проверяли слух, поняли, что ребенок действительно любит музыку. Когда речь заходила о музыке, она становилась уверенной, а глаза ее наполнялись светом. Я была в большой нерешительности. Что же делать? Хорошо, мы попробуем. Но у меня одно условие. Вы не вмешивайтесь в мои методы воспитания и правила, потому что я вижу, что ребенка уже избаловали до крайности. Возможно, я буду с ней очень и очень строга. Мы понаблюдаем за ней 3 месяца. Эти 3 месяца потом превратились в 3 года, а сейчас ей уже 20, и она осталась в хоре преподавателем, стала нашим заместителем руководителя. Любит музыку, гармонично с детьми. Любовь к музыке притягивает друг друга. Поют вместе, под одной крышей, и появляется общий дом. Все мои девочки – мои подружки. Как только наступает выходной, мой дом обязательно полон моих детей, моих маленьких подружек. А, вот и мои маленькие подружки пришли. Да. Если они приходят даже в их выходной, меня уже и звать не надо, им даже в дверь звонить не нужно, я сразу открываю. Бах! И начинается вечеринка. Собираемся вместе. Они уже привыкли, и мы тоже привыкли. Песня рождается в сердце, и где бы ты ни пел, все сцена. Но даже так, 2 учителя хора все равно хотят изо всех сил дать детям больше возможностей для выступлений. На столе у учителя Ай висит модель, олицетворяющая нашу мечту, макет нашего театра. В будущем мы хотим построить театр «Лимонный дождь». Это моя самая большая мечта и наша общая цель – построить для детей такой театр, который будет принадлежать нам самим. Тогда дети смогут репетировать в нашем собственном театре, и им не придется больше тесниться, они смогут выходить на сцену каждый день. Концерт окончен. Дети из хора «Лимонный дождь» в очередной раз с помощью песен создали незабываемое время. В ночи, что хочется растянуть до звезд, песня еще звучит, и никто не расходится. Над бескрайним небом уйгурской автономии всегда найдется новая история, которая ждет, чтобы ее спели. 等着被唱响。